тестем. Здрасте, а сегодня мы приехали в Алтын-Арашан, в гостевой дом к Автандилу. Как правильно называется место? Все-таки все равно это, да? Он очень стесняется. Как называется ваш? Да, Не, просто. это, Максат, вот Андрей пусть расскажет, да? Я вот прошу Андрея, потому что он постоянно, сколько лет уже ездишь, да? Да. Расскажи. Давайте я расскажу. Дорогие друзья, мы сегодня вернулись с Алаколя, и Максат обязательно поставит несколько интересных кадров для вас, чтобы вы увидели то красивое место, в котором мы были. А сейчас мы находимся в базовом лагере, да, можно сказать так, у горячих источников. Буквально через несколько секунд мы вам покажем горячие источники. И это место называется Алтын-Арашан, и здесь, если я не ошибаюсь, Арашан Travel называется место. Как вы видите, здесь находится в стадии ремонта. Замечательные домики из сруба. Здесь комнаты с туалетом, с душем некоторые есть. Мы вам покажем сейчас комнаты, покажем столовую. Давайте пройдем, начнем со столовой. Это новая столовая с шикарным видом. Вот, посмотрите только, какой вид вы можете увидеть, обедая, ужиная здесь. Как называется этот пик? Гора, Отсюда которая- открывается вид на пик палатка, огромный ледник. Надеюсь, в кадре будет видно его. Пройдемте еще посмотрим комнаты. Алтын-Арашан является крайне популярным местом для трекеров. Вы всегда, приехав сюда в сезон, встретите большое количество трекеров, которые делают самый популярный трек Кыргызстана. Это трек Алакуль, начиная с Житиогуса, либо с Каракольского ущелья. Это комната нашего фотографа Виктора. Немного бардак, извините. Ну, вот так вот выглядит. Туалет, душ. Это VIP-комната. Сейчас в стадии строительства также находятся другие комнаты. Мы их вам не будем показывать, они еще не закончены. Также будет построен бассейн. Планируется строительство 5 бассейнов, одного большого и 4 малых. Давайте пройдем, посмотрим эти комнаты. Здесь немного темно. Мы зайдем в пустующую. Тоже комната с видом. Там, кажется, здесь свет отключен. Здесь свет не включается сейчас. Отключен. Здесь имеется туалет, раковина. Пойдемте посмотрим, как выглядело он старое здание и во что это место превратилось. Да, Автандил лично занимался этим проектом от начала до конца. Вложил сюда свое сердце, душу, труд. И это место получилось действительно очень хорошим. Размещение подразумевает здесь около 60-70 человек. При окончании строительства, я думаю, будет больше. Тут планируется верхний этаж здания, может быть, построен будет. Давайте посмотрим постройку 61-го года. Это место когда-то строилось, пройдите, когда-то строилось это место для политработников, как реабилитационный центр для известных людей. Всегда это место славилось. Посмотрите вид из этого окна. Как раз открывается вид на горячие источники, которые будут перестроены. Здесь используются альтернативные возобновляемые источники энергии. И мы это немножко отснимем сейчас. Так, у речки надо, наверное, громче чуть-чуть. Там Хорошо. большой шум. Пишешь сейчас? Да, там отлично. Мы сейчас с вами направляемся к источникам, но по пути хотелось бы вам показать солнечные батареи. Это один из элементов, который дает электричество этому месту. Также пойдемте с вами посмотрим на другое интересное приспособление, которое Автандил воплотил в жизнь.
такой проект. Пригласил специалистов, инженеров для разработки этого двигателя, который использует речную энергию для того, чтобы освещать помещение. Вот отсюда растет. Да, посмотрите, этот двигатель примерно 3-киловаттный, которому в принципе достаточно для освещения всех этих зданий. И вот это, получается, идет труба, Да. и коллектор находится чуть выше, вот, за мостом. По течению. По течению. Давайте посмотрим на горячие источники. Правда, сейчас я думаю, что они закрыты. Антонил, открой, да? Ага. С тех слов. Да, сейчас мы пройдем с вами и обязательно снимем остальные. А вот, кстати, ребята выходят. Вот что тут я? Пойдемте пройдем, посмотрим, как выглядят источники, которые были построены еще в 60-х годах. К сожалению, ремонт, который был сделан здесь, он не выдержал долгого времени. Эти доски были добавлены только в этом году. Они уже покрыты, вы видите, черным налетом. И бассейн, который был покрашен в этом году, краска для бассейнов не выдерживает температуры. Температура в этом бассейне примерно 40 градусов. Есть температура, бассейны с температурой выше. У нас есть первый бассейн, который сейчас закрыт. Температура там достигает 50 градусов. Еще хотелось бы отметить то, что мы сейчас пришли с трека. Да, очень Ноги болят, уставший. очень уставшие. И ждем, когда будет готов ужин. Пожалуйста, хостел Алтын Арашан Каракол. Мы сейчас до ужина, кстати, ужин это отдельная тема, тоже сейчас покажем. Пойдем туда, разогреем ноги, распарим свои тушки, Немножко отдохнем. уставшие. Но нам повезло с погодой. А вот здесь могут переодеться, здесь еще комната для того, чтобы переодеться есть. Вот там. Андрей, разрешаешь? Сейчас еще покажем. Мы еще покажем обязательно, как нас накормят сегодня. Для нас сегодня приготовили барашку, курдак. И мы с нетерпением ждем, когда это все будет готово. Но уже слюнки текут и хочется кушать. Ты зажал долго. Один раз. Сейчас. Андрей, давай вот сюда. Сейчас как накладывается. Андрей, здесь сыпать буду. Посыпь еще. Ах.